Добрый день, я студент медицинского института, я путешествую автостопом время от времени. Меня зовут Дарина. Например, я не езжу пока что в Европу или в США, потому что эти страны, мне кажутся, слишком такими белыми, вычурными, ну, что люди там не видели, да, а вот такие страны, как Иран, в конце концов, или глубинка Турции, их же никто не видел все-таки. Это что-то очень экзотичное и что-то можно интересное найти для себя. Приходится путешествовать только летом. И каждый день он очень такой спланированный, очень насыщенный и концентрированный. То есть, когда у меня настанет вот первый день каникул, я все уеду, и я поеду в Среднюю Азию. Буду там колесить, получу разряды по альпинизму и вернусь обратно. К своим поездкам я особо не готовлюсь, просто собираю рюкзак и иду, потому что, ну что там нужно? Палатка, спальник, обязательно должна быть гречка. Это раз. Да, потому что она заваривается на раз, и она очень легкая. Во-вторых, это кофе. Потому что хоть что-то должно напоминать тебе о комфортных городских условиях, там, где ты раньше жил. Я начала с Грузии, потому что это была моя давняя мечта. Я давно хотела увидеть их горы, посмотреть, как они собирают виноград, попробовать местное вино, местную еду и познакомиться поближе с местными жителями, потому что они мне уже тогда оказались очень клевыми и открытыми людьми. Вот потом я дальше поехала в Турцию, нашла там своего первого попутчика. Это была Мария, девушка очень интересная. Вот, мы с ней объездили всю страну. Вот, далее мы сделали визы и поехали в Иран. Вот, было очень страшно в первый раз, потому что казалось, что в Иране живут террористы. На самом деле Иран оказался очень гостеприимным. Нас везде ждали, даже когда мы не ожидали этого от местных жителей. Я пропутешествовала сколько, месяца 3, ну и потратила копейки, считай. На одну только Грузию, ну, рублей 2000, наверное. Я шучу, 3000 ушло, потом Турцию 500 рублей, Иран 500 рублей. Представьте себе, да. Самое мое яркое путешествие было как раз-таки в прошлом году, когда я ездила одна автостопом по Монголии, по Алтаю. Это было для меня очень экстремально. В самом начале пути на меня напала стая собак, и они немножко меня погрызли. Это было где-то в Нернгри, и я тогда подумала, может, ну его нафиг поехать домой, но потом я подумала, ну какого черта, так долго готовилась к этому. И поэтому решила то, что я поеду до Барнаула на поезде. Все-таки вот, и пока я буду ехать, у меня нога заживет. Ну так оно и случилось. Вот, затем я автостопом поехала до Горного Алтая. Там я познакомилась с очень клевыми людьми. Они мне посоветовали сходить в поход до подножия горы Белухи. Там буквально всего 70 километров. Ну, я таки поступила. У меня не было тогда такого подходящего снаряжения, потому что я абсолютно случайно согласилась вот на эту авантюру, и я решила пойти одна, потому что мне хотелось выйти из своей зоны комфорта. Я всегда боялась спать в палатке в одного в лесу. Ну, все боятся, наверное, но я не хотела этого бояться, потому что самые труевые, такие крутые путешественники не боятся. Я же крутая же, вот, и поэтому я все-таки решилась на это. Когда ты один и вокруг абсолютно никого нету, ты все-таки сталкиваешься со своей сущностью, со своим «я», и тебе приходится как-то с ним общаться и разговаривать. Вот все эти 3 дня я разговаривала сама с собой. Я даже вот сейчас удивляюсь от этого. Вот. Но потом ты становишься совершенно новым человеком. Я страны не считаю, которые я посетила, потому что это как-то неприлично, наверное, все равно, что если парень будет считать своих девушек, вот у меня их было 15, там, у меня 10, это неправильно, мне кажется. Главное не количество, а качество посещения стран. Я поехала путешествовать автостопом, потому что мне не хотелось прожить так, как все, а прожить по велению своего сердца. В тот момент мне очень хотелось путешествовать, вот, и я решила все-таки все бросить, несмотря на то, что меня ругали родители в универе, все ругали, вот. Но я об этом не пожалела ни в коем случае.